Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. В процессе рассмотрения рабочая группа Государственной Думы учла поправки якутских парламентариев в закон Бурматова. О правильном отношении к родному языку Северо-Восточный федеральный университет в 9-й раз проводит акцию «Сахалы диктант». Искусство, понятное не всем. Расскажем о деятельности фонда «Аяркут». Предложение в план мероприятий Года матери в республике внесли в ходе встречи главы региона Айсена Николаева с инициативной группой матерей. В частности, руководитель Якутии поддержал предложение председателя регионального отделения Всероссийского движения матери России Прасковьи Борисовой о необходимости ремонта памятника в сквере матери в Якутске. По словам главы региона, мероприятия в рамках столетия республики в этом году будут украшены двумя крупными событиями, посвященными женщинам: съездом женщин Дальнего Востока в Якутске и форумом матерей. Отчет правительства республики в Верхоянском районе прошел в онлайн-формате. В течение 5 часов на вопросы жителей Арктического района отвечали представители ключевых министерств. Так, по поручению первого заместителя председателя правительства Якутии Андрея Федотова создана рабочая группа по исполнению постановочных вопросов, где по каждому пункту будет разработана дорожная карта, поэтапный план их реализации в течение 2022 года. Среди острых проблем главы муниципалитетов акцентировали свое внимание на отсутствии средств в бюджетах наследственного уровня. В районе существует потребность в возведении 6 новых объектов образования и 15 объектов здравоохранения. Так, по информации Министерства здравоохранения, в марте этого года в Батагай будет передан новый передвижной мобильный комплекс на базе КАМАЗ для диспансеризации жителей отдаленных населенных пунктов. Верхоянцы видят на самом деле свое развитие. Они как-то смотрят на это по-рабочему, спокойно, без паники. Это просто говорит о том, что в стране действительно происходят глобальные изменения в области развития и Арктики, и Дальнего Востока. И нам просто надо каждый день, засучив рукава, работать, работать и работать. Мы сегодня договорились создать рабочую группу, не реже, чем раз в квартал собираться, смотреть, что сделано по тем решениям, которые мы сегодня выработали. Тем временем председатель Постоянного комитета Госсобрания по селу и аграрной политике Андрей Находкин сообщил, что основные положения подготовленного Илтуменом законопроекта по проблеме безнадзорных собак учтены рабочей группой Государственной Думы. В текст проекта закона также включена основная поправка якутских парламентариев в части расширения полномочий органов государственной власти субъектов в области ответственного обращения с домашними и безнадзорными животными. Народный депутат Якутии в своем выступлении подчеркнул, что целью законопроекта в первую очередь должно быть недопущение угрозы жизни и здоровью граждан животными без владельцев. Срочной надобности в рассмотрении данного вопроса, нашего законопроекта сегодня на пленарном заседании уже нет, отпадает. Но я полагаю, вот меня правильно поймут, что в связи со снятием данного вопроса сегодня работа не останавливается. Мы дальше будем отстаивать интересы республики в данном вопросе именно в рамках работы данной рабочей комиссии. Новейший беспилотник вертолетного типа БАЗ-200 планируется использовать для поиска природных ископаемых, в том числе и в арктических регионах. Беспилотник будет применяться для геологоразведки, поиска новых нефтяных и газовых месторождений с использованием аэрогравиметрической и аэромагнитной съемки. Отметим, что беспилотник БАЗ-200 – комплекс вертолетного типа с внешним пилотом. Он может использоваться для мониторинга местности в темное и светлое время суток, для обнаружения объектов и слежения за ними, а также передачи видеоинформации видимого и инфракрасного диапазонов. Перейдем к эпидобстановке. В республике отмечается снижение количества заболевших коронавирусом. На 15 февраля выявлено 1066 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 476 в Якутске. 151 заболевшие в Алданском районе, 83 случая в Намском. Еще в 20 районах Якутии выявлено от 2 до 65 новых случаев заболевания COVID-19. В Тампонском же районе эпидситуация остается напряженной. С начала пандемии там зарегистрировано свыше 2260 подверженных случаев новой коронавирусной инфекции. Летальность составила 20 человек. Подробности в следующем материале.
Большинство заболевших из поселка Хандыга, сел Крес-Хальжа и Мигина-Алдан. В инфекционном отделении 2 этажа отведены под ковидное. Сегодня там лечится 35 пациентов. В настоящее время стационарно получает лечение 35 пациентов. Из них 2 беременных, старше 60 лет 17 человек, детей нету. В палате интенсивной терапии находится 4 человека в тяжелом состоянии. Амбулаторно продолжают лечение 546 пациентов. Из них детей 205, старше 60 лет 69 человек. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 1 февраля в Центральной поликлинике прекращены платные приемы, периодические медосмотры, диспансеризация взрослых и детей, прием неотложной помощи, а также соматических пациентов строго по предварительной записи через регистратуру. Все узкие специалисты задействованы на амбулаторных вызовах, заборе анализов ПЦР. Я не была вакцинирована, мне 81 год, 82-й. И я не могла из-за болезни вакцинироваться. И сейчас вот ковидом. Так что уже иду на поправку. Все. И я прошу вас всех, вакцинируйтесь обязательно. Намного в таком возрасте, как я, особенно. С 24 января учащиеся гимназии, школ Хандыги, Мигина-Алдана, Крес-Хальджая перешли на дистанционное образование. С 14 февраля вновь за парты сели только ученики 9 и 11 классов райцентра. На полном удаленном обучении продолжают оставаться Сосыльская, Крес-Хальджайская школы. Тем временем заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается. Если 10 февраля зарегистрировано 128 заболевших школьников, то 14 февраля уже 82. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В конце прошлого года для нужд районных больниц республики было приобретено 11 единиц уникальных передвижного медицинского комплекса на базе автомобиля КАМАЗ на общую сумму более 235 миллионов рублей. Подобная поликлиника на колесах появилась и в Нюрбинском районе. В связи с увеличением заболеваемости COVID-19 и ОРВИ передвижной комплекс начал работать в муниципальных образованиях района. Благодаря выездным осмотрам граждан с симптомами респираторных заболеваний удалось на ранних стадиях выявить людей с новой коронавирусной инфекцией и назначить им своевременное лечение. Все те, кто были осмотрены в нашем передвижном мобильном комплексе, они были все в легкой симптоматикой, то есть ковид легкой степени. То есть им своевременно было начато, своевременно люди обратились, и своевременно было начато лечение против ковид. Также мы задействовали КАМАЗы, передвижные комплексы непосредственно для проведения диспансеризации взрослого населения. На прошлой неделе мы выезжали в самый отдаленный населенный пункт село Хаты, провели диспансеризацию, а также диспансеризацию взрослых жителей села Басыттах Маджигарского наслега. Полноценная хозяйка операционного зала, правая рука хирурга или просто медицинские феи. Все эти слова адресованы хирургическим сестрам, так как они отвечают за весь сложный процесс не меньше самих врачей. А сегодня хирургические медсестры отмечают свой профессиональный праздник. Сейчас в Национальном медицинском центре имеется 3 операционных отделения, где за год проводят 12 тысяч операций. В нем работают 69 операционных медсестер. Среди них Виктория Герасимова. В ее обязанность входит не только стерильная подготовка операционного зала, но и прямая помощь врачам. Как говорит опытная медсестра, некоторые сложные операции длятся до 4-8 часов. Поэтому основными качествами должны быть терпение, хорошее знание своего дела и профессионализм. Профессия очень сложная, но я всегда мечтала быть операционной сестрой с детства. И сложная профессия. Всегда надо следить за исходом операции, все контролировать, стерильность, асептику, антисептику надо соблюдать. Операция длится по-разному, от 1,5 часа до вечера может быть продлиться. За год бывает от 2500 до 3000. Операций я стояла в этом году около 200. 9-й год подряд Северо-Восточный федеральный университет проводит в Якутии акцию «Сахалы. Диктант». В этом году участники диктанта проверяли знания якутского языка по тексту Сафрона Данилова «Барыманда Кубалар». Кто принял участие в республиканской акции этого года, смогут ознакомиться с результатами диктанта 18 февраля. В этот день выявят хорошистов и отличников, которых отметят дипломами и призами от спонсоров.
Напомним, акция проводится по инициативе СВФУ совместно с Национальной библиотекой республики с 2013 года и призвана популяризировать якутский язык, развить у населения навыки правильного и грамотного письма, воспитать бережное отношение к родному языку и уважение к национальным традициям. Для продвижения и открытия миру якутского современного искусства год назад был создан фонд «Аяр-Кут», поддерживаемый Синец-Парк. Его руководитель Надежда Зиновская. Как якутские художники и авторы будут выходить на международный уровень и чем якутские творцы покорят арт-индустрию, подробнее у Айсены Бурнашовой. Художники – это самые чувствительные такие локаторы, которые улавливают все, что происходит в нашей жизни, и они первые транслируют это. Она родилась в Ленске в семью художников, была стипендиатом фонда «Баргары». Спустя годы Надежда основала арт-платформу в самом центре Москвы. Она знает о современном искусстве все и даже больше, и сейчас воплощает свою мечту в реальность, продвигает якутское искусство. Я всегда хотела вернуть свою энергию туда, где я родилась. Для меня это очень важная вещь. Фонд «Аяр-Кут» зародился год назад, но уже начал делать большие шаги. Среди задач не просто помощь якутским художникам, но и создание в республике арт-комьюнити, новой креативной среды. Мы обучаем людей подавать заявки на гранты. Мы понимаем, что такое проект, как его обюджетить даже. Мы взращиваем кураторов. Уже много осуществлено. Наши художники будут сейчас ездить во все резиденции России и мира, и мы открываем эту дверь в обратную сторону, то есть вывозим наших, чтобы они привезли уже новые впечатления, широту мировоззрения, насмотренность уже из других концов. Позади и первый Open Call. По его итогам запущены 13 проектов. Труды якутских художников уже в феврале этого года будут представлены на 3 площадках Москвы. В июле состоится презентация на Биеннале молодого искусства. Стартовал и проект для саунд-художников «Голоса земли» с подборкой подкастов, этномузыка и кино с участниками. А их более 30 можно познакомиться онлайн на сайте. По мнению Надежды, якутский культурный код очень силен, и именно его важно продвигать на международной арене. Программа фонда рассчитана на 10 лет, и у каждого есть шанс проявить себя. У нас будут истории успеха однозначно, точно. Я к тому времени, надеюсь, у нас разовьется уже и галерейный бизнес, и кураторская история. И это будет та структура, которая до нас не существовала в Якутии. И это сильно-сильно поднимет креативный бизнес, креативную экономику. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.